В Верхневилюйском районе внедряют микрочипирование лошадей. Это новый метод электронной идентификации животных. Теперь семья Барчаховых из села Тамалакан будет знать, где находятся 75 голов лошадей, которые ей принадлежат. С подробностями Василина Федотова. Молодой фермер села Тамалакан Верхневилюйского улуса Семен Барчахов, став главой крестьянского хозяйства в 2014 году, стал заниматься табунным коневодством. В прошлом году, получив грант Министерства сельского хозяйства по программе «Молодой фермер», закупил несколько голов лошадей, необходимую технику для сенокоса, и начал основательно трудиться над тем, чтобы получить статус племенного хозяйства. Она основана моим отцом Барчаховым Иваном Михайловичем, заслуженным работником народного хозяйства в 1999 году. И до сегодняшнего дня работаем именно коневодством занимаемся. Труд молодого фермера нашел свое оправдание. И сегодня 75 голов лошадей, в том числе 53 маточных поголовий, прошли микрочипирование, то есть новый метод электронной идентификации животных. Наша основная цель, чтобы было больше таких хозяйств. Почему? Это еще связано с тем, что только те хозяйства, которые имеют свидетельство в Российской Федерации, могут получать субсидии. Из федерального бюджета, так и из республиканского. А это, если федеральный и республиканский добавить, это на одну кобылу получается 8 тысяч. Это как бы ощутимая получается поддержка для наших хозяйств. Отметим, что до сегодняшнего дня в Верхневилюйском улусе не было ни одного племенного хозяйства. Таким образом, крестьянское хозяйство Барча станет не только укладом для развития племенного хозяйства в районе, но и даст возможность продавать якутских лошадей за пределами страны. Василина Федотова, Александр Адамов, НВК «Саха», Верхневилюйск.